Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Dadikov. Dadikov yıllar Dadi bu yok. Был Дади. Дади это значит дедушка. Основал его какой-то дедушка, какой-то старый человек. Пришел с городу Дадакову из русской летописи, разоренному ханом Менгу Тимуром. В 2015 году в Ингушетии при въезде в столицу была построена арка, которую назвали Аланой Ков, в переводе «Аланские ворота». Мы уже не в первый раз разоблачаем ложь покемонов, которые пытаются вписаться в чужую историю. Сегодня мы также разоблачим ложь, на которой покемоны хотят сделать себе историю. Не просто история, а историю древнего города Дадиков. Обратите внимание на надпись «Ков». Это чеченское слово, что означает «ворота». Но у вас возникнет вопрос, может у ингушей в словаре оно тоже присутствует? Так давайте взглянем в ингушский словарь, как они называют ворота. На ваших экранах русско-ингушский словарь. Как мы видим из источника, ингуши ворота называют отнюдь не так, как они написали на псевдо-аланских воротах. Чтобы не было никаких вопросов, мы покажем вам еще один ингушский словарь. Еще один скрин из источника. Ков в ингушском языке означает напильник, ворота Куани. А теперь откроем чеченский словарь и узнаем, каким словом чеченцы называют ворота. Вы все прекрасно видите, в чеченском языке «ков» означает «ворота». Этот факт не подлежит сомнению. И что же у нас получается? В чеченском языке «ков» означает «ворота», в ингушском языке «ков» означает «напильник», а «ворота» «куани», что полностью не соответствует с этим. Хитрость покемонов заключается в том, что, используя чеченское слово «ворота», они решили приписаться к аланской топонимике. А для тех, кто хочет поддержать нас, оформите спонсорство на наш канал. Взамен вам предлагается фирменный значок рядом с именем и некоторые эмодзи в виде национальных героев чеченского народа. Всем огромное спасибо за вашу помощь и поддержку. Пусть Всевышний вернет вам многократно.